Здравствуйте, ребята! Я очень рада встретиться с вами на очередном классном часе. В народе говорят: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Как говорится в пословице, сегодня мы с вами поговорим на тему, как найти друга и как его сберечь. С вами сегодня учитель школы-лицея Джитиген Ганыбаева Адина Джапаровна. Сегодня мы побеседуем о том, кто такой настоящий друг, что такое дружба. Узнаем отличие таких понятий, как знакомый, приятель, товарищ от понятия друг. А также попытаемся ответить на вопросы, как найти друга и как его сберечь. Кто такой настоящий друг? Что такое настоящая дружба? Давайте попробуем ответить на эти вопросы. Все в нашей жизни приходит и уходит. Деньги, работа, вещи. Остаются с нами только некоторые люди. Причем только те люди, которым дороги мы и которые дороги нам. И зачастую гораздо ближе родных, и в некотором плане даже любимых становятся именно друзья. Друг – это тот, кому есть дело до вас, тот, кто проявляет внимание к вам, поддерживает, участвует в вашей жизни, не безразличен к вашим эмоциям, проблемам, успехам, победам и поражениям. Друг – это человек, который связан с кем-нибудь дружбой, сторонник, защитник кого-нибудь. А само слово «друг» произошло от старинного «други», то есть другие люди, стоящие рядом со мной, сражающиеся рядом со мной. Отсюда и слово «дружина». В словаре Даля дружба определяется так: взаимная привязанность двух или более людей, тесная связь их, в добром смысле бескорыстная, стойкая приязнь, основанная на любви и уважении, в дурном – тесная связь, основанная на взаимных выгодах. Дружба – это испытание. С виду может показаться, что она не требует усилий, заботы и оберегания. На самом же деле она никогда не будет существовать без нашего непосредственного участия. Ведь относиться к другому даже лучше, чем к себе самому – это великое дело. Именно по этой причине можно смело сказать, что у дружбы есть свои особые законы, как бы странно, слишком громко или наивно это не звучало. Эти жизненные принципы являются условиями для существования дружеских отношений. И их должен соблюдать каждый, кто хочет, чтобы у него был друг или друзья, и кто сам считает себя настоящим другом. Итак, продолжая наш разговор о дружбе, предлагаю вам послушать рассказ о 3 друзьях. У Акыла было 2 друга – Азамат и Даниэль. Все в шутку называли их 3 мушкетера. Они подружились еще в 1 классе. У них было много общего. Все 3 жили по соседству. Втроем бегали на тренировки по футболу. Втроем болели за Алай. Все 3 были влюблены в одну и ту же девочку. Но в 7 классе их дружба дала трещину. И Акыл понял, что придется выбирать, с кем дружить – с Азаматом или Даниэлем. С Даниэлем было всегда весело, легко, интересно. Родители давали ему деньги на карманные расходы, и Даниэль не вылезал из игровых автоматов. Он всегда звал за собой Акыла, щедро платил за 2 и даже угощал мороженым. Иногда они вдвоем прибегали в игровуху вместо школы. И это было прикольно. Все пишут на уроках, занимаются в поте лица, а они, знай себе, играют в
компьютерные игры. Дома у Даниэля был навороченный компьютер с новыми компьютерными играми, но главное, у него был совсем взрослый, модный прикид. Одним словом, Даниэль был крутым пацаном, и Акыл старался подражать ему во всем. Ну а с Азаматом они встречались теперь редко. Он продолжал ходить на секцию по футболу и говорил теперь только о нормативах, да и о своих спортивных результатах. В голове у него было полно всяких планов и целей. Но что самое противное, постоянно критиковал Акыла за прогулы, за то, что бросил спорт, за то, что не умеет выбирать друзей. Вот Акыл и подумал, что действительно пришла пора выбирать или Даниэль, или Азамат. В известной пословице говорится: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Как вы думаете, какого друга должен выбрать себе Акыл? Кто из них истинный друг, а кто мнимый? Ну а теперь давайте узнаем различия между понятиями знакомый, приятель, товарищ, друг. Как вы считаете, можно ли назвать синонимами эти слова? Конечно же нет. И как бы вы их расположили по степени возрастания? Правильно, знакомый, приятель, товарищ, друг. Ну а теперь потренируемся в умении различать, когда и какое слово нужно употребить. Я буду читать вам начало предложения, а вы будете его заканчивать. О человеке, с которым вы просто здороваетесь во дворе, на улице, вы можете сказать: правильно, знакомый. О человеке, с которым время от времени обсуждаете детали матча, фильма, какие-то события, вы скажете: молодцы, приятель. Об однокласснике, с которым за 8 лет съеден пуд соли, скажете: товарищ. О человеке, которому доверяете свои тайны, с которым делите радости и печали, скажете: правильно, друг. Молодцы, ребята. Для человека иметь настоящих друзей – великое счастье. И для того, чтобы его не разрушить, надо следовать законам дружбы. Вот некоторые из них. Выбирай друзей по душевным качествам, не по одежке. Не обманывай друга ни в чем. Будь с ним честен. Останови друга, если он делает что-то плохое. Умей признать свои ошибки и помириться с другом. Не обзывай и не унижай своего друга. Умей принять помощь, совет. Не обижайся на критику. Умей с другом разделить и горе, и радость. Помогай другу в беде. Никогда не предавай его. И самый главный закон дружбы. Для того, чтобы иметь хороших друзей, надо самому быть хорошим другом. Эти законы и качества должны соблюдаться, так сказать, подсознательно. То есть их понимание либо есть, либо нет. Нельзя, например, сесть и сказать себе: вот с сегодняшнего дня я начинаю быть другом. То есть буду верить в дружбу, воспитывать в себе всевозможные положительные качества, буду всегда помогать и, если что, быстренько отдам жизнь за друга. Все это должно уже быть в человеке, так как посредством этого и выражается отношение к окружающим, тем более к тем, кого этот человек считает своими друзьями. Давайте послушаем цитаты про дружбу, мысли выдающихся людей. Они раскрывают
саму природу и суть этих отношений, остерегают и напутствуют. Такие высказывания подскажут, настоящая ли это дружба. Любовь может быть неразделенной, дружба никогда. Януш Вишневский. Настоящий друг везде верен, в счастье и в беде. Грусть твоя его тревожит. Ты не спишь, он спать не может. И во всем без дальних слов он помочь тебе готов. Да, по действиям не сходны, верный друг и льстец негодный. Уильям Шекспир. Чем жив, кто дружбы не познал святой, подобен он жемчужине пустой. Алишер Наваи. Дружба приумножает радости и дробит печали. Генри Джордж Бон. Мы любим друзей за их недостатки. Уильям Хезлит. Настоящий друг – это тот, кто будет держать тебя за руку и чувствовать твое сердце. Габриэль Маркес. Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. Марк Твен. Тот, кто сводит дружбу к пользе, отнимает, по-моему, у дружбы самое драгоценное, что в ней есть. Цицерон. Цитаты о дружбе придутся кстати, чтобы выразить свое отношение к другу, свое понимание той особенной связи, которая соединяет людей, реализуется во взаимной поддержке и участии. Проникнитесь мудростью великих и соотнесите сказанное ими с собственным жизненным опытом. Также во многих пословицах содержатся мудрые наставления о том, как сохранить дружбу. Нет друга – ищи, а найдешь – береги. Друга иметь – себя не жалеть. Друг познается в беде. Друга на деньги не купишь. Кто друга в беде покидает, тот сам в беду попадает. Не тот друг, кто на перу гуляет, а тот, кто в беде помогает. Не тот друг, кто медом мажет, а тот, кто правду в глаза скажет. Плохо без друга, который потерян, но плохо и с другом, который неверен. Умеете ли вы дружить? Хороший ли вы друг? Поможет ответить на эти вопросы следующий тест. Из предложенных вариантов вам нужно будет выбрать наиболее подходящий вам. Твой друг попал в очень неловкую, но смешную историю. Припомнишь ли ты ему это? Друг случайно разбил кружку у тебя в гостях. Как ты поступишь? Твой лучший друг общается с вашим одноклассником, которого вы недолюбливаете. Как будешь вести себя? Как думаешь, настоящий друг должен? Как ты считаешь, твой друг? Твой друг забыл дома деньги на обед. Что ты сделаешь? Подсчитай, каких ответов у тебя получилось больше. Если А. Если у тебя есть хорошие друзья, то тебе очень повезло, потому что с таким, как ты, бывает очень сложно общаться. Ты думаешь прежде всего о своей выгоде и не готов на подвиги ради друга. С таким отношением завести новых друзей тебе будет очень сложно. Если Б. У тебя есть несколько хороших друзей, но ты не очень-то интересуешься их проблемами. Вы весело проводите время, но если что-то случится, не факт, что сможете поддержать друг друга в беде. Помни, настоящие друзья умеют и радоваться, и грустить
вместе. Если ты по-настоящему хороший друг, понимающий, заботливый, надежный, поэтому можешь быть уверен, что друзья всегда придут к тебе на помощь. С тобой легко подружиться, только помни, что люди бывают разные, и не стоит тратить время на тех, кто не дорожит понятием «дружба». Ну а как научиться дружить, спросите вы? Дружбу надо заслужить. Надо, чтобы люди поняли, что ты тот человек, на которого можно положиться и в трудную минуту, и в радостную. Тогда у тебя обязательно будут друзья. Если хочешь иметь хорошего друга, старайся сам стать лучше. Будь добрым, справедливым, смелым, честным. Стремись больше узнать, больше уметь, чтобы другим было интересно с тобой дружить. Если хочешь иметь настоящего друга, будь им. Ну а медики прописывают дружбу в качестве лекарства. Например, они с уверенностью утверждают, что люди, у которых мало друзей, чаще страдают от бессонницы и хронической усталости. Дружба с состоятельными и удачливыми людьми, не скрывающими своего достатка и успехов, формирует у их приятелей устойчивый стресс и увеличивает риск сердечных приступов. Пожилые люди, активно поддерживающие связь с друзьями, живут заметно дольше. При этом тесные связи с родственниками никак не отражаются на продолжительности жизни. Дети женщин, у которых много подруг, живут дольше тех детей, чьи матери не имеют друзей своего пола. Ну, исходя из вышесказанного, давайте создадим портрет настоящего друга. Настоящий друг никогда не откажет в помощи. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Друг пойдет впереди, навсегда прикроет сзади. Друг – это тот, с кем можно просто помолчать. Настоящий друг – это тот, кому доверяешь. Крикни – услышит любой, прошепчи – услышит ближайший. Но только настоящий друг услышит тебя, когда ты молчишь. У истинных друзей все общее. Друзья, как елочные игрушки, особенно дороги те, что сохранились с давних пор. Друг принимает тебя таким, какой ты есть. Настоящий друг чувствует, когда ты в нем нуждаешься. У друга всегда найдется время тебя выслушать. Друг – это тот, кто в большой шумной компании заметил, что ты ушел. Настоящий друг всегда радуется твоим успехам. Друзья будут с тобой в самых невероятных ситуациях. Друг всегда рад тебя видеть. Хорошие друзья, как звезды. Ты не всегда видишь их, но всегда знаешь, что они есть. Вот каким мы видим настоящего друга. К тому же он должен обладать всеми добродетельными качествами, такими как честность, смелость, отзывчивость, надежность, решительность, справедливость, внимательность, чуткость. И завершить наш сегодняшний классный час я хочу одной познавательной притчей о дружбе, которая рассказывает про двух друзей, идущих в пустыне. Однажды они поспорили, и один из них дал пощечины другому. Последний, чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке: «Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощечину». Они продолжали идти и нашли оазис, в котором решили искупаться. Тот, который получил пощечину, едва не утонул, и его друг его спас. Когда он пришел в себя, он написал на камне:
сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь. Тот, кто дал пощечину и который спас жизнь своему другу, спросил его: «Когда я тебя обидел, ты написал на песке. Ну а теперь ты пишешь на камне. Почему?» Друг ответил: «Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо делает что-либо хорошее, мы должны выгравировать это на камне, чтобы никакой ветер не смог бы стереть это. Научись писать обиды на песке и гравировать радости на камне». Дружба дает человеку многое из того, что необходимо для счастья. Понимание, заботу, внимание, надежду на помощь в трудную минуту, защищенность. Если у вас еще нет настоящих друзей, желаю поскорее найти их, а самим стать настоящим другом.